Гостей здесь встречают как самых близких друзей с народными песнями и танцами. На Мамадышской земле снова наступила середина лета, а значит главный праздник Кряшен Республики. С древности считается, что именно на Петрау рождаются самые крепкие семьи. Поэтому на этом празднике второе дыхание получил и древнейший ритуал – сватовство. Знакомит случайных молодых людей, и в будущем у них может все сложиться. Живой пример – вот эта семья. Мы узнали друг друга, что вот мы как раз виделись, и уже потом как-то начали встречаться. И вот в прошлом году мы поженились. Фраза «с милым рай и в шалаше» именно здесь актуальна как никогда. Ведь это тот самый шалаш, где молодожены после завершения всех формальностей проводят первую брачную ночь. По традиции на входе стоят два ближайших родственника. Один со стороны жениха, другой со стороны невесты. Антураж сватовства на Петрау постарались воссоздать до мелочей. Здесь и свахи, и песни, и молитвы. Чтобы знакомить уже с забытыми обычаями, обрядами, ритуалами нашего народа, моего любимого народа Кряшен. Это и у нас было, оказывается, если рассказать очень долго. Вот так в древности мололи муку. На Петрау можно увидеть, как это делают на ручной мельнице. Очень интересное ремесло, которое надо, на мой взгляд, что это надо знать будущему подрастающему поколению. Обязательная часть Петрау – плетение венков. Специально для этого с раннего утра собирают целебные цветы и травы. Вечером женихи наденут готовые венки на своих невест. Здесь учат, как сплести самый красивый. Это у нас Кряшенское подворье, полянка цветочная. Всегда на Петрау собирали полевые цветы. И девушки плели вот такие венки. Какой праздник без угощений? Гостей встречают домашними блинами из печки. Позвольте мне от имени президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова, от имени Государственного совета, правительства республики, от себя лично поздравить всех вас с этим радостным событием. Впервые после пандемии нам удалось широко, я имею в виду и географию, и масштаб, отметить любимые национальные праздники народов республики. Это татарский Сабантуй, это русский Каравон, чувашский Уяв, мордовский Балтай, удмуртский Гронбытын, марийский Сымок и многие другие. Наконец пришел черед и Петрау. Символично, что это происходит в год культурного наследия народов России, который должен привлечь внимание неисчерпаемому богатству искусства, традиций и обычаев многочисленных этносов, населяющих наше родное Отечество. Нравственные, культурные воспитания подрастающего поколения, выявление молодых, талантливых и одаренных исполнителей и коллективов, привлечение внимания общественности к проблемам сохранения языка и традиционных культур России – вот важные задачи, которые решаются благодаря нашему общему празднику. В этом году главный республиканский Петрау проводится в 24-й раз. В село Зюри приехали больше 50 тысяч человек. Ежегодно посещаем этот праздник. Несомненно, и в этот раз все очень хорошо организовано, красиво. Нам нравится. Традиционно именно Петрау завершает череду народных праздников в республике. Гулять сегодня будут до утра. Рамиль Шайдурин, Игорь Романов, ТНВ, Мамадышский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.